Упражнение 6. Cümleler төзибез. Строим предложение. Читаем первое предложение. Жайын, күннәр, жылы, в скобках булырга. Жайын — это летом, күннәр — дни, жылы — теплый или тепло, булырга — быть. Летом дни теплые, быть. Мы так не говорим. Нам нужно построить предложение правильное сначала на русском языке. Летом дни бывают теплыми. Получается, необходимо из глагола в скобках быть создать глагол бывают. Для этого нам необходимо взять, или по-другому, вычленить корень глагола. Как мы это будем делать? Сначала смотрим, из чего состоит глагол. Глагол состоит из корня бул и из суффикса рга, который переводится т, то есть быть. Т, что делать, быть. Мы берем корень бул. Представьте то, что это корень бул. Далее, после корня нам нужно поставить, в каком времени у нас используется глагол. У нас глагол бывают. Летом дни бывают теплыми. Бывают — это какое время? Настоящее, будущее или прошедшее? Какое время? Это настоящее время, то есть сейчас бывают. Поэтому мы выбираем один из вариантов суффиксов, которые используются с настоящим временем глагола. А это а, эй, и. О, используется после согласных. Эй, и используется после гласных. Наш корень глагола бул. Л — это согласное, поэтому мы будем выбирать один из вариантов между а и А используется после твердых слов, после мягких слов. Что такое твердое, что такое мягкое слово, смотрите в предыдущих видеоуроках. Наше слово бул твердое, поэтому мы будем брать окончание а. У нас получится була. Посмотрите, подлежащее күннәр в множественном числе использовано. Вот күннәр. У него суффикс множественного числа. Лорлер, норнер. В этом случае нер использовано. Дни бывают, а у нас пока еще получается бывает. Необходимо здесь добавить множественное число. Но в татарском языке есть такое исключение из правил, которое звучит так. Если подлежащее неодушевленное существительное, то глагол может использоваться также в единственном числе, как в нашем случае. Получается, дни бывают теплыми, в татарском языке будет звучать жайын, күннәр, жылы, була. Множественное число не добавляется. Бул — корень, а настоящее время — була. Вот первое задание, первое предложение мы выполнили, составили предложение. Второе предложение разберем, так как в нем есть слова, отличающиеся от этого примера. Второе предложение смотрим. Балалар, елгада, в скобках су кірерге,
құяшта, в скобках қызынырға, футбол һәм бадминтон, в скобках уйнарға. Переводим. Балалар, дети, елғада, в реке, су кірерге, купаться. Дети в реке купаться. Ну, это не предложение, это набор слов. Нам нужно составить правильное, красивое предложение сначала на русском языке. Дети в реке купаются. Откуда я узнала, что там купаются? Так как в контексте предложений, которое было до этого, летом дни бывают теплыми, я определила то, что следующее предложение тоже в настоящем времени, потому что по контексту идет настоящее время. Балалар елғада су кірерге. Нам нужно из слова купаться получить новое слово купаются. Дети в реке купаются. Как мы делаем? Сначала, так же как в предыдущем примере, надо взять корень глагола. Для этого отбрасываем суффикс «рг». Остается «кр». Вот у нас условно представим то, что это корень «кр». Дальше добавляем суффикс настоящего времени, так как у нас глагол в настоящем времени. Купаются. Это когда купаются? Сейчас купаются. В настоящее время. Поэтому берем один из 4 суффиксов, указывающих на настоящее время. «Э» используется после согласных, «и» после гласных. Наш корень заканчивается на согласную, поэтому берем либо «а», либо «э». Так как слово мягкое, «кр», берем суффикс «э». Получается «су кре». Составной глагол, поэтому «су» тоже идет в корне глагола «су кр». «Су кре» получается. Смотрим на подлежащее. Подлежащее балалар. Идет в множественном числе, так как идет после слова бала есть суффикс лар-лер. Нар-нер. В этом случае лар. Получается у нас подлежащее выражено одушевленным существительным. Дети — это одушевленное существительное. Поэтому после глагола нам нужно поставить множественное число, так как дети во множественном числе. То есть дети что делают? Они купаются. Ставим окончание множественного числа. Выбираем один из вариантов. Либо лар, лер, нор, нер. Нор, нер используется после м, у нас слово. Так, у нас вот слово получается. Вот у нас добавляется кре. У нас м, нет, поэтому нор, нер не может использоваться. В остальных случаях лор, лер. К твердым словам лар, к мягким словам добавляем лер. Слово у нас кре мягкое, поэтому лер. Кре, лер получается. И предложение, часть предложения мы пока разбираем первую часть. Балалар елғада су кірелер. Дети в реке купаются. Дальше идет следующая часть предложения. Құяшта қызынырға. Корень қызын. Я думаю, что вы дальше уже сами сделаете. Убираете рга. После қызын, қызын это корень. После него выбираете один из суффиксов настоящего времени, а дальше ставите множественное число, так как балалар во множественном числе и одушевленный. И третью часть разберем поподробнее. Футбол һәм бадминтон уйнарға. Почему разберем это подробно? Нельзя рассматривать это как такой же пример, как в предыдущем варианте, потому что
В данном варианте труднее будет извлекать корень из этого слова, потому что если слово имеет суффикс «орга», видите, чем отличается? Этот суффикс отличается буквой «а». В остальных было «рге», «рга». Здесь тоже «рга» было. И в следующих будет, например, «рге». Но если «арга», то тогда, когда мы извлекаем корень, мы «а» включаем в состав корня. Получается, мы убираем «рга», оставляем «уйна». Корень у нас будет именно «уйна». Исходя из этого, меняем всю структуру глагола. «Уйна» в настоящее время у нас вот суффиксы 4. Это после согласных, это после гласных. У нас «а», «уйна» гласная, поэтому выбираем либо «ы», либо «и». Получается «уйна». Какое это слово, твердое или мягкое? Твердое, поэтому выбираем «ы», а «и» после мягких. Получается «ы», но при этом сама «а» исчезает. То есть она была здесь, она нужна нам для того, чтобы выбрать правильный суффикс, но когда мы суффикс сам ставим, сама «а» исчезает. Получается «уйный», «уйный». Было «уйна», стало «уйный» в настоящем времени. «Уйна» — играй, а «уйны» — играет в настоящем времени. Так как у нас дети, их много, нам нужно играют, поэтому «уйны» — лар. А все остальные предложения, думаю, что вы уже составите сами.